28 ноября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,62 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,21 до 10,10 сомони, 1 евро от 10,6286 до 10,49 сомони, 1 российский рубль от 0,1635 до 0,1655 сомони. Мировые цены на нефть в понедельник утром падают более чем на 3%. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $81 за баррель впервые с 11 января, следует из данных торгов. Цена на нефть марки Brent составила $81,08 за баррель, ранее опускалась ниже $81. Марки ВТИ $73,88 за баррель. Стоимость золота в понедельник утром несколько опускается, следует из данных торгов. На фоне проходящих в Китае протестов американская валюта получила поддержку, что негативно для цены на драгоценный металл и составила $1750.85 за тройскую унцию. Контракт по строительству 4 участков автомобильных дорог в Сагдийской области заключен Министерством транспорта Таджикистана с китайской компанией China Railway Wuyu Group Corporation, сообщает пресс-служба таджикского транспортного ведомства. Отмечается, что документ подписан в минувшую пятницу Министерством транспорта Таджикистана Азимом Ибрагимом и уполномоченным представителем вышеуказанной компании Джан Ляном. Договоренность предполагает строительство автодорожных участков общей протяженностью 51,2 километра. Данные участки прокладываются в рамках проекта 4-й фазы программы по улучшению региональных путей сообщений в Центральной Азии на сумму $56,6 миллионов. Остаток налоговых задолженностей в Таджикистане на начало последнего квартала этого года достиг 1 миллиарда 70 миллионов сомони. Об этом передает печатное издание Налогового комитета при правительстве Республики Таджикистан. В сообщении говорится, что это на 264 миллиона сомони больше по сравнению с началом текущего года. Несмотря на это, план по сбору налогов и других обязательных платежей за 9 месяцев этого года удалось перевыполнить на 3%. Согласно статданным, около 68% от общего объема доходов государственного бюджета Таджикистана в январе-августе текущего года составили налоговые поступления. В Таджикистан с бизнес-миссией прибыли представители 4 предприятий Курганской области Российской Федерации. Они проводят переговоры в городе Бахтар. Главная цель визита предпринимателя Курганской области в Хатлонский регион Таджикистана – налаживание контактов и торговых отношений с таджикскими партнерами. Мы отправились в Таджикистан расширять торговые границы, так как в настоящее время в этом направлении из региона идут лишь экспортные поставки пиломатериалов. Между тем, наши предприятия могут предложить гораздо больше. Это продукция для теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, а также спецтехнику и сельскохозяйственную продукцию, отметил Илья Назаренко, президент торгово-промышленной палаты Кургана, который возглавляет делегацию. Курганцы уже посетили производство, биржу деловых контактов и торговое представительство Российской Федерации в Таджикистане. Таджикская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Давлат Али Саидом посетила 21-25 ноября Германию с целью проведения межправительственных переговоров и участия в бизнес-форуме двух стран, сообщает об этом Департамент информации МИД Республики Таджикистан. Давлат Али Саида сопровождали руководители профильных министерств и ведомств Таджикистана, представители государственных и коммерческих банков, частного сектора, а также отечественные предприниматели. В целях рассмотрения нынешнего состояния перспективы сотрудничества состоялась встреча Давлата Али Саида с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаилом Хармсом. Также в Берлине был организован круглый стол на тему полезных ископаемых Таджикистана с участием министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира и влиятельных инвестиционных компаний. Также под руководством главы Национального банка Таджикистана Хокима Холикзода в Ассоциации немецких банков был организован круглый стол с целью налаживания межбанковского сотрудничества.
22 ноября в портовом городе Гамбург прошел бизнес-форум Таджикистана и Германии с участием более 65 влиятельных немецких и европейских компаний и 40 представителей отечественного частного сектора. Данное мероприятие было проведено по инициативе посольства Таджикистана в Германии совместно с Восточным комитетом германской экономики. По итогам бизнес-форума таджикская сторона подписала соглашение и меморандумы на сумму более 600 миллионов евро с немецкими и европейскими компаниями о сотрудничестве в области промышленности, переработки полезных ископаемых и внедрения современных технологий для создания новых производственных предприятий.